Специалисты Центра Госсанэпиднадзора совместно с сотрудниками районных УВД и отделом торговли райадминистрации провели очередной рейд по крупным ресторанам и проверили их на соблюдение санитарных норм, связанных с карантином. Временно приостановить функционирование детских развлекательных заведений, детских батутов, тойхана, увеселительных заведений, ночной клуб, бары, караоке, кальян и другие. Экинчи пункт менен ушу постановлениянын ичинде турат да тойханаларга иштегенге уруксат берилген жок. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, как оказалось, многие кыргызстанцы закон все-таки нарушают. Люди готовы пренебрегать карантинными мерами, а администрации заведений общепита готовы их обслуживать. Только за сегодняшний день было зафиксировано 4 массовых поминальных мероприятия. Ограничены следующие виды деятельности. Буга уруксат берилели азыр Куран окутканга дагы. В первом же ресторане Айкөл-Ордо в этнокомплексе Досмия была запланирована поминальная служба. Фуршет был накрыт на 136 человек, тогда как массовое посещение мероприятия более 50 человек – это уже нарушение закона. 50 человек сейчас, потом саат 3-те дагы 50 киши болот. Но так как мы не успеем за 2 часа заново все готовить, поэтому вот 50 человек сидят, 50 человек потом будет кушать. И даже несмотря на все убеждения администрации ресторана, все же был составлен протокол и выписан штраф. Вот только для индивидуальных предпринимателей, коими являются рестораторы, максимальный штраф за это нарушение – 3000 сомов. Факт подтверждается. Рейд бүтөлек билесиңер рейдтен жүргүзүлүп атканын, поминка өткөргөнгө, той өткөргөнгө болбойт деп разрешение берилек. В следующем ресторане «Аксарай» также проводили Куран-окуту. Но тут мелочиться не стали, и в зале были накрыты столы на 260 посадочных мест. Хотя администрация уверяла, что количество людей не превышает 200. Бүгүндө Аксарай ресторанында 200 кишиге Куран окутулуу өткөрүлүп жатыптыр. В ресторан «Алато», что расположен по южной магистрали, наша съемочная группа приехала после обеда. Официанты уже убирали зал после массового мероприятия. Вот только на входной двери значилась вывеска администрации о том, что банкетный зал не работает. Всем заведениям был выписан штраф. Все точки общепита, тойхана, рестораны оштрафованы, составлены протоколы о нарушении согласно Кодекса Кыргызской Республики, оштрафованы по 3000 сома и даны предложения о запрещении проведения массовых мероприятий тоев до снятия ЧС по республике. Данные заведения расположены на территории Октябрьского района. На сегодняшний день проведено около 500 рейдов. Было проверено более 7000 объектов, составлено 64 протокола. За соблюдением саннорм в увеселительных заведениях следят 2 мобильные группы – ночная и дневная. Как вы знаете, после полуночи запрещена деятельность кафе и ресторанов. Наши ночные мобильные группы их проверяют. Сегодня дневная группа проверила несколько крупных ресторанов, в ходе которой были составлены протоколы и наложены штрафы. Мы каждый день проводим разъяснительные работы. Мы и впредь будем это контролировать, чтобы не допустить распространения коронавируса. Как рассказали в Госсанэпиднадзоре, если нарушения будут повторяться, Центр может подать запрос на отключение заведения от электроэнергии и воды. А в случае фиксации нарушения саннорм сотрудники районного управления внутренних дел имеют право зарегистрировать факт в ЕРПП. Анастасия Канезилет Марсбеков, 5 канал.